Добрый день, в эфире передача «Дискуссия». Сегодня мы поговорим с гостями в студии о тех проблемах, которые есть в Гагаузии, волнуют общественность, а также обсудим те важные события, которые происходили и происходят в автономии. Участники дискуссии: Борис Новак, председатель старейшин движения «Новая Гагаузия». Здравствуйте. Добрый день. Георгий Арабаджи, заместитель председателя Народно-патриотического союза «Девлеть». Здравствуйте. Добрый день. И Сергей Мирджан, член движения «Новая Гагаузия». Здравствуйте. Ну, наверное, начать нашу дискуссию мы должны с того, что очень много ярких событий происходит в октябре месяце и выпало на долю жителей Гагаузии. Это и приезд президента Турции и визит святейшего патриарха всея Руси Кирилла, который будет в конце октября. Конечно, Гагаузия горда таким вниманием, но все же, как вы считаете, вот почему такой большой интерес к такому маленькому народу и что это для нас означает? Ну, начну, наверное, я. Во-первых, я хочу сказать самое главное. В 90-х годах гагаузы добились автономии. 150 тысяч жителей автономии. Эта цифра не очень большая. Это очень редкое явление в мировой практике. Сегодня мы знаем, что многие народы, численность которых не только миллионы, десятки даже миллионов, не имеют ни автономии, ни государственности никакой. Поэтому я думаю, что к автономии, к жителям нашей автономии уделяется очень большое внимание, причем во всем мире. Это справедливо и это правильно. Ну, теперь, конечно, естественно, начнем с поездки президента Турции Эрдогана. То, что он приехал, это прекрасно. И сразу хочу сказать, что он приехал к народу Гагаузии. А как Гагаузия встретила? Гагаузия хорошо встретила. Я считаю, что она хорошо встретила. Народ собрался на площади, все было хорошо. И сразу хочу отметить, что некоторые деятели как бы берут на себя, что чуть ли не к ним приехал Эрдоган. Я сразу хочу сказать, я внимательно слушал его. Он приехал именно к народу Гагаузии, к жителям, а не к Башкану или еще кому-то. Почему? Потому что Эрдоган собирался приезжать уже много лет назад, собирался неоднократно, и у него не получалось, все срывалось и никак не мог приехать. Наконец-то он приехал. И это хорошо, спасибо, в знак благодарности. Я хочу выразить благодарность и президенту Турецкой Республики, и всему народу Турции. Почему? Потому что один из факторов, то, что нам парламент Молдовы предоставил автономию, это фактор Турецкой Республики. И напомню, когда приезжал первый президент, да? Да, тогда Демирель, Царство Небесное, президент Турции, приезжал сюда, встречался с руководством Республики Молдова, а также очень активную роль сыграл генеральный консул Эндер Арат. Кстати, он в прошлом году приезжал, мы с ним встречались здесь, он тоже вел очень активную. И вот этот фактор, один из факторов, он очень повлиял на ситуацию. То есть наши люди, они ощущают вот эту помощь. Конечно. Мало того, вот эти проекты, да, кстати, Башкан Гагаузия очень любит пиариться на чужих заслугах, славе. Вот это все, что построено, практически договоренности были задолго до нее. Поэтому, может, она сейчас новая что-то, ну, дай бог, но это делали другие предыдущие власти. Поэтому, конечно, конечно. И я хочу сказать, что еще раз огромное спасибо турецкому народу, Турецкой Республике, президенту за ту большую помощь, которую оказывает Гагаузии. Господин Мирджан, ваше мнение по поводу приезда президента Эрдогана и как Гагаузия встретила такого высокого гостя? Я согласен с предыдущим выступающим, с Георгием Дмитриевичем, что действительно этот визит был важен. И предстоящий визит, опять же, патриарха Кирилла, он тоже важен для Гагаузии, для гагаузского народа. Да, Турецкая Республика действительно долгое время очень многое делает, делает, и я уверен, что будет делать
для гагаузского народа. Опять же, полностью согласен с Георгием Дмитриевичем в плане того, что все те проекты, которые были в последнее время, опять же, реализованы нашими друзьями из Турции, они намечались задолго до этого года. Во всяком случае, я буду говорить о своей сфере, о сфере медицины. Если говорить о Центре ургентной медицинской помощи, то, что был сдан вот буквально в день визита Эрдогана, Насколько он объект планировался важен еще был? в предыдущем Башкане, при предыдущем Башкане Формузале. Я тогда сам своими глазами видел проект, предстоящий проект. Да, велись определенные переговоры, опять же, с той же самой ТИКой. То есть, как любой процесс, в том числе и публичный процесс, он долгосрочный. То есть, то, что делает Сколько сегодня лет Башкан, строился вот этот тот или иной объект? Башкан, Сколько лет строился? он строился буквально в течение года, он был построен. Опять же, при наличии определенной финансовой поддержки, я думаю, такие вещи строятся очень быстро. Опять же, тот же А самый насколько важен был дом этот объект для творчества. нас, для Гагаузии? Любое современное медицинское учреждение, с моей точки зрения, оно важно всегда. Особенно сейчас, когда на первом месте, я считаю, несмотря ни на что, на всякие передряги в обществе, все-таки здоровье всегда было, есть и будет на первом месте, потому что самое главное для человека – это здоровье. Опять же, как шутят грузины, шутили грузины, что здоровье не купишь. Но, Никогда не купишь. Вот меня интересует вопрос, неужели своими силами мы не можем построить людям больницы? Уже столько лет, за 20 лет могли позволить себе накопить деньги и построить? Ну, дело в том, что до вчерашнего дня, образно говоря, все-таки бюджет Гагаузии, он не позволял делать очень многое. И то, что касается и раздела здравоохранения, и культуры, и образования, и так далее. Но мы знаем, что, допустим, если сравнивать бюджет при Формузале и, опять же, бюджет при Ирине Влах, он существенно отличается. Практически в 2 с лишним раза. Сегодня, да, возможности бюджета, они гораздо больше, гораздо шире. Но нам скажет любой финансист, грамотный экономист, что деньгами надо умело распоряжаться всегда. При грамотном распределении финансовых средств мы буквально с коллегой пару недель назад обсуждали тему именно молодых специалистов. Почему к нам на периферию все-таки особенно не хотят приехать молодые специалисты? Это те же самые врачи, учителя. Самая главная проблема, с моей точки зрения, это жилье. Вот когда, допустим, тот же самый бюджет, та же самая местная власть построит, образно говоря, для молодых специалистов, опять же педагоги, опять же учителя, к примеру, 5-этажный дом. Но я не говорю, что его надо построить, допустим, за год. Его можно построить в течение 2, 3, 4 лет. И будут обеспечивать молодых специалистов жильем, то они с большей охотой будут приезжать к нам. И оставаться у нас, и работать у нас. А мы уже сегодня начинаем ощущать именно дефицит кадров, в том числе и в здравоохранении. Но бюджет вроде бы у нас уже не маленький, но все равно денег нам не хватает. Вот ваше мнение, Борис Константинович, почему? Не так. Вы меня переходите на другой вопрос. Я хотел бы по этим вопросам тоже поговорить. Мы вернемся Не, к этому давай вернемся вопросу. к этим вопросам. Мои коллеги сейчас как раз, когда говорят, у меня тоже ассоциируется много информации, я хочу их тоже дополнить и осветить. Хорошо, вернемся к вопросу. Не только бюджет. Я хочу на первый ваш вопрос ответить о визите президента Турции Эрдогана. Хочу начать с того, что после развала Советского Союза, особенно в середине 90-х годов, начало 2000-х годов, значит, стали создаваться различного рода ассоциации, различного рода коммерческие предприятия ассоциированные, различного рода научные объединения, различного рода, значит, такие структуры мощнейшие, и все они избирали себе президента. Даже был президент семьи. И в 90-е годы само слово президент и еще многие оставались президентом. Каждый создал какую-то там маленькую коалицию дворовую в Магале и назвал себя президентом, все его избрали. Так вот это слово, на мой взгляд, было Модное затаскано. слово, да? Затаскано, не модное. Его затаскали. Так вот сегодня, вот буквально неделю назад приезжал к нам президент с большой буквы. Именно приезжал президент. Не какой-то Магалы, а великой страны Турции.
81 миллион населения. И я был на мероприятии, когда рядышком был, когда встречали, значит, Демиреля, извините, да, насчет тогда и Демиреля. Я был в 94 году на встрече, когда встречали Демиреля. В 99 году тоже рядом стоял. И тогда гордился тем, что в Гагаузию приехал президент великой страны. Тогда Турция имела 75 миллионов, сегодня 81. И я имел большое удовольствие сравнить нынешний визит президента Турции Эрдогана и с теми визитами. Конечно, по мощности этот и тогда было великолепно, но этот визит президента Турции Эрдогана отличался по мощности тем, что, во-первых, Турция за все прошедшие годы очень много помогла Гагаузии финансово, очень помогла Гагаузии в плане отстаивания полномочий гагаузского народа, в плане того, чтобы у нас была стабилизация как политическая, так и экономическая, в плане защиты Гагаузии от в предыдущих годах от национализма. То есть Турция внесла громадный вклад в защиту гагаузского народа. И, конечно, мне было очень приятно, я когда стоял рядом стоял, ну, недалеко, по крайней мере, от господина, значит, Эрдогана, и меня распирало от гордости, какой человек, какой великий человек, какой великой страны к нам приехал. Это действительно мне очень импонировало, приятно было, когда господин Демирель говорил, что Гагаuz это старшие братья турков. Когда сейчас господин значит, Эрдоган отметил о том, что мы родные, что по материнской линии у него тоже гагаузы, это, вы знаете, как я гордился им. И это сигнал и для тех лиц политической элиты Молдовы, которые не сильно нас любят. Сигнал, что гагаузы будут под защитой всегда. И вот вам успехи. Прогрессивные, конечно, и человечество, и прогрессивные политические силы в Молдове это оценили. И ценят, и будут знать, что это. Поэтому этот визит исторический. Если вы зададите мне вопросы дальше по бюджету, давайте, или еще какие, Хорошо, конечно, мы вернемся к бюджету, давайте продолжим разговор по приезду Эрдогана. Вот да. с площади Эрдоган да. называл гагаузов, он не говорил гагаузов, он говорил гёкогузы несколько раз. Вот ваши комментарии, вот мне интересно по этому поводу. Ну, вот. Я не могу приписать себе, что я сильно хорошо знаю историю гагаузов, потому что у нас есть наши ученые, реальные ученые в Гагаузии, есть ученые Молдовы, есть домашние, доморощенные ученые, которые там десятки теорий происхождения гагаузов произносят. Не берусь я за это. По крайней мере, я четко знаю, что он нас назвал братьями и по крови, и по происхождению. Это реально так. Не буду я в эту древность уходить. Я хочу поддержать Георгия Дмитриевича, который сейчас перед этим говорил, и коллега тоже сказал. Самое главное. Президент Турции приехал не к Ирине Вашкану Влах, ни к Додогла, ни к кому-либо. Он приехал к гагаузскому народу. Почему? Потому что, когда после развала Советского Союза открылся большой мир, мы не были готовы к этому. Более того, мы тогда были гонимы и были на грани кровавой, значит, противостояния. Именно Турция помогла и защитила. И мне было очень приятно, что они не забыли, все эти годы поддерживали. А более того, когда я слушал его речь на площади, я с гордостью отметил для себя, что господин Эрдоган очень хорошо информирован о положении дел в Гагаузии, в Молдове, поименно, кто чего здесь стоит, кто. И он никому не давал... Даже про комментарии в соцсетях. Да, он никому не давал указаний, никого не крышевал, никого не патронировал. Он сказал: вы живете с молдавским народом, а мы вам будем помогать. Он призвал молдавский народ, гагаузский народ. И абсолютно правильно Георгий сказал, он не приехал ни к Башкану, он приехал к народу. Почему? Потому что народ тогда в 90-е годы открылся, народ тогда стал, народ Гагаузии, имею в виду, дружить с народом Турции. И вот тогда мы поняли, что мы. И мы поняли, кто нас очень хорошо защищает. Народ Гагаузии еще в Турции кусок хлеба себе. Господин Эрдоган приехал к гагаузскому народу. Защиту. Ну, я бы хотел добавить, Лиза, значит, гагаузов в мире, ну, я думаю, что насчитываются миллионы.
Просто очень многие ассимилировались. Ну, возьмем два примера, очень ярких примера. Это Румыния, а там десятки тысяч гагаузов, но они румыны сегодня. Это Болгария, где сотни тысяч гагаузов, но они сегодня большая часть. Болгары. Некоторые, я был в 90-е годы там, и после 2000-го проезжал в Турцию, ездил в Болгарию. Там мало гагаузов признают себя гагаузами, ассимилированы. Вот так гагаузы есть во многих странах мира, в том числе есть и в Турции, в том числе даже в Латинской Америке их немало. Вот в начале прошлого века, в 20-е годы, уезжали в Бразилию очень много гагаузов, некоторые вернулись обратно. Это вот про гагаузов и гёк-огузов, которые корни имеют гёк-огузов. Теперь я не могу пройти мимо, я вел себя после того, как мы добились автономии, скромно очень вел. Некоторые слишком бурно деятели вели себя, хотя у них столько заслуг нету, но я хотел бы сказать, вот привести пример. В 90-м году я захватывал радио. За это на меня завели уголовное дело, но я захватил радио «Точка» тогда была. И когда развалился Советский Союз, сразу здесь консульство турецкое открылось, и уже помощь была конкретная. А что значит захватили? Мне а вот в 90-м году, значит, вышло распоряжение Царства Небесное Топола, он был председателем Временного комитета, о том, чтобы радио работало. Ну, Царство Небесное Голобородько закрыло радио, удрало, мне пришлось захватить радио, вот радио дважды спасло ситуацию в Гагаузии. Очень сложные две ситуации были. Радио «Точка» почему спасла? Почему? Потому что в каждой квартире... Так вы не захватили, вы просто... Надо пояснить, радио давали информацию людям. Выросло новое поколение, им уже по 25-7 лет, они не знают, о чем речь. Поясните, для чего нужно было радио? Вот о чем вопрос. Вот я сейчас поясню. Для чего нужно было? Почему нужно было радио? Почему захват? Потому что... зрителей наших сейчас. Нет, а тогда именно так только можно было чего-то добиться. Именно захватить, именно проявить инициативу, смелость и так далее. А так по-другому ничего. А как народ поднялся? Добился автономии. Нужно было дойти до народа. Да. Объясни, пожалуйста. Да. И вот две ситуации. Когда начали мы только работать на радио, 19 августа 90 года объявили Гагаузскую республику, а на 11-й день Косташ с сотнями ОМОНовцев в бронежилетах с автоматами явились в Гагаузии. Они были, ну если не при каждом населенном пункте, то во многих населенных пунктах, где-то в лесочке, где-то на окраине. В Камрате они были на межрабазе и в здании полиции. И вот я, значит, проходя мимо полиции 29 августа 90 года, вижу, ОМОНовцы зашел, первый этаж коридор полный, второй этаж тоже полный. Я понял ситуацию и пошел на радио, чтобы выйти в эфир и сказать людям, сообщить всей Гагаузии. А мы выходили в эфир на два района. Камрадский и Чедрунский район были охвачены радиоточкой. И когда я прихожу туда, там сидел Бургуджи. Бургуджи, я говорю: Ваня, ты знаешь, что происходит? Он говорит: знаю. Я говорю: надо идти к Новаку, значит, усилительная техника подчинялась начальнику узла связи. Новак кто? Новак Константин Семенович. Начальник узла связи. И он говорит: я у него был уже. Его пригласил министр и сказал: гагаузское радио больше в эфир не пускать. Если еще раз пустишь гагаузское радио в эфир, то ты уходишь с должности начальника узла связи. Я говорю: Ваня, ты садись, пиши, о чем будем говорить людям, а я иду к Новаку. Я пошел к нему, он мне то же самое говорит. Ну, я перевернул пластиночку и 2 минуты ему сказал то, что сказал, он только сегодня знает, и я знаю, но надо отдать должное. Константин Семенович поднял трубку и говорит: девочки, пустите их в эфир, потому что усилительная техника. Пустили в эфир, сообщили людям, и люди вечером собрались на площади. Это было минимум 15 тысяч. Это был впервые митинг, который шел с вечера, с дня, еще днем после обеда, и шел до утра следующего дня, 30-го. И все ОМОНовцы были прогнаны. Значит, ну, не хочу еще одну историю говорить, но организовал митинг я, потому что руководства не было, не буду говорить дальше, но организовал митинг, и на утро все ОМОНовцы
отсюда были То есть проблемы. радио нужно было для того, чтобы поднять народ на защиту Гагаузии. Совершенно верно. Все. Да. И второй раз, это было через пару месяцев, в конце октября тоже 90-го года, когда волонтеры, вы прекрасно помните, Да. минимум 50 тысяч окружили Гагаузию, и вот мы выходили в эфиры ночью, и выборы провели благодаря радио «Точке», Но это и история. выручило Это история. радио именно потому, что каждый слушал, и были организованы защитные эти места, где люди Так собирались, мы говорили мужики. про геогагузов. Ваша реплика тоже по этому поводу. Лично Да, моя? Да, да. Ну, опять же, согласен с Георгием Дмитриевичем, что нас, гагаузов, очень много по всему миру. Мгм. И всегда радует тот факт, что у нас, к счастью, очень много друзей. Это и та же самая Турецкая республика, и та же самая Российская Федерация, и целый ряд других стран, вот, которые с нами поддерживают тесную связь, поддерживают нас, в том числе и морально, в том числе и материально. И я считаю, что гагаузский народ, именно гагаузский народ, не наши вчерашние, сегодняшние, будущие политики, все это прекрасно знают, помнит и будет помнить всегда. Давайте я отвечу на ваш второй вопрос. По А бюджету- достаточно ли средств в Гагаузии для того, чтобы можно было бы построить такие объекты своими силами? Мгм. Давайте перейдем в нынешнее время. Я непосредственно занимаюсь, значит, по специфике контролем строительства в Гагаузии, на юге, это моя работа. И, конечно, те объекты, которые сегодня Турция нам подарила, это великолепнейшие объекты, современные, очень нужные для Гагаузии. Но, как говорил мой коллега справа, господин Мирджан, он правильно сказал, что эти проекты все еще были запланированы гораздо раньше, чем нынешний Башкан пришел на пост Башкана. Потому что это еще планировалось при Формузале. Это, я хочу сказать, что по садику номер 1 несколько раз ездил еще, будучи примаром, Дудогла Николай Харламович, уже были предварительные договоренности, уже были выделены деньги на садик, а потом в связи с выборами какой-то нерасторопности здесь уже при переходном периоде деньги были перекинуты на Копчакский садик, там более шустрый примар забрал, и потом уже деньги повторно уже Турция дал сюда. То есть на каждом этапе есть свои... Велась работа. Да, руководители, которые вели эту работу, проектирование, финансирование, эти деньги были готовы. И уже в период нынешнего Башкана пришла, значит, кульминация резать ленточки. Поэтому это заслуга всех предыдущих постепенных действий, всех, кто работал, и Формузал, и Дудогла, и другие коллеги в Гагаузии. Даже вот мы в прошлом году принимали, позапрошлом, садик в Чешмекёе. Великолепнейший садик, построили его туркмены. Это тоже при Формузале начиналось. Поэтому если ленточку режет нынешний Башкан, это не значит, что все это пришло при нынешнем Башкане. Я всегда сравниваю поступательное движение, знаете, как ракета идет в космос. Ракета еще состоит, она многоступенчатая. Одна ракета, нижняя ступень, выводит на один уровень, там в стратосферу пролетела, отошла. Вторая ступень, третья, и когда уже космонавты выводят на орбиту, то это не значит, что только последняя ступень заслуга, а там сколько труда других, кто строил ракету, все так и здесь. Может быть, немножко утрировано, но так. Поэтому могли ли мы за счет средств бюджета Гагаузии построить? Нет, потому что это очень дорогие современные объекты. Например, медицинский корпус оборудование, что только стоит. Уже не говоря о том, здания современнейшие. В садике, в Чешмекёе, в садике, значит, номер 1 на кукурузном заводе, там современнейшие удобства, кроватки, вообще шикарно, на высочайшем уровне. Это очень дорогие объекты, денег не хватило бы. Поэтому Турция помогла. Более того, зато в таком случае, если Гагаузия не тратит свои деньги на эти, а помогает дружественная Турция, тогда у Гагаузии освобождается какая-то сумма X денег для того, чтобы можно было бы на другие объекты направить. Вот тут идут на дороги, на тротуары, на ремонт крыш, на ремонт стен. То есть, А мы видим это, идут эти деньги, есть эти деньги. а разве не видели? Вот мы ходим по городу, посмотреть, как был устроен город, Так. а посмотреть по всем, ну я готов с вами поехать по всем населенным пунктам Гагаузии, где кроме того, что есть бюджет выделенный, отдельно выделенный бюджет на
Гагаузию вот эти 700 миллионов, которые в 2 раза удвоен бюджет, это бюджет, который дополнительные трансферты пришли с Молдовы, с центрального регионального, с центрального бюджета. И уже освобождаются деньги можно в каждом населенном пункте. Кроме того, на каждый населенный пункт Николай Харламович лично дополнительно к этому сумел, будучи депутатом парламента Республики Молдова, привлечь еще по 15 населенным пунктам, по 13 населенным пунктам, еще по миллиону на каждую дорогу, и плюс сейчас в Камрате еще 5 дорог, еще 5 миллионов. Это дополнительные деньги идут. Борис Константинович, я хочу добавить, что вот эти деньги, трансферты, миллионы эти, 200 с лишним, добились депутаты парламента, вот вместе с Дудовым. Я как раз именно хочу подчеркнуть, что посмотрите. Так это не с бюджета Гагаузии. Нет. Бюджет, но они добились депутаты. Это с бюджета Гагаузии просто через... Нет. Бюджет строится так. Бюджет Гагаузии 800 миллионов, из них собственных денег 400 миллионов. А дополнительные трансферты из Кишинева дают, и они, конечно, попадают в бюджет Гагаузии. Но это деньги, которые идут сверх бюджета. Там есть добились расчет... депутаты парламента от Гагаузии. Георгий Ильич, один момент. Да, добились, он главное говорит. Бюджет, когда формируется, он формируется на душу населения. То есть общий доход, бюджет Республики Молдова делится на численность, и получается на одного жителя, к примеру, 15 тысяч в год. Умножается на численность, вот то, что не менее, не более вы, то есть не меньше вы получите. А дополнительные деньги, что государство получает, вот тогда уже, знаете, когда дополнительные, уже делится туда, сюда, туда. В этом направлении Гагаузию не обижают. Кто не обижает? Центральное руководство Молдовы, центральное правительство. Плюс гранты, да. Поэтому за собственные средства Гагаузия не может построить такие объекты. Но в чем плюс? Турция построила эти объекты, мы получили 4, и плюс Чешмекёй 5 мощнейших социальных проектов. 5. Это значит, уже Гагаузии не надо туда деньги тратить. Эти деньги можно освободить на дороги, на тротуары, на утепление зданий, на биотуалеты, на крыши. Вот я как раз курирую эти деньги, плюс гранты. Так что Георгий Ильич очень правильно дважды подчеркивает, вот эти дополнительные трансферты пришли в тот период, когда Николай Харламович и Корнел Дудник, и Карасини стеной стояли и отвоевывали эти деньги в бюджет Гагаузии. А сейчас мы пользуемся плодами. Понимаете? Вот так строится. Но это тоже важно. Чтобы... Это важно. Елизавета, я не могу пройти мимо того, что деньги вот эти последние годы бюджетные не очень правильно расходуются, имеются большие нарушения, и об этом в средствах массовой информации писалось и говорилось, что счетная палата проверяла, нашла очень много нарушений. И оно так, вот эти поездки всякие, полеты, пиары и так далее, они пожирают очень много денег. И хочу сказать, что при нынешнем Башкане растранжирили не то, что последние наши полномочия, права нашей автономии, но транжирятся и финансовые средства из бюджета, не совсем правильно расходуются. Мало того, я хочу один фактор отметить, именно это на совести исполкома, в первую очередь Башкана. Есть некоторые лидеры, которые взяли народные деньги, это имеется в виду зерно, которое дали гагаузскому народу, и гуманитарная помощь, и дизельное топливо. И есть такие лидеры, которые по сегодняшний день не вернули это. И надо спросить Башкана, почему она не спрашивает с этих лидеров, чтобы они вернули народные деньги. Это тоже надо спрашивать, и мы обязаны это спрашивать, весь народ должен спрашивать. У нас есть организация «Народный контроль». Ну, я думаю, что народный контроль займется, потому что народный контроль организовали недавно, это по времени очень немного, но факт есть факт. Вопрос вот я задаю Башкану, почему не добивается возврата народных денег? Это зерно от лидеров и дизельное топливо. Они должны были давно вернуть это. О какой сумме идет речь? Знаете, я сейчас... Ну, это большие суммы. Это миллионы, это приличные суммы. Не буду я сейчас личности называть, я некоторых знаю, которые не вернули. И заигрывают, что еще интересно, заигрывают политически, Башкан с ними, а они с ней. Она очень хочет стать во второй срок Башканом. Ну, я единственное могу добавить здесь, я так глубоко не знаю, не лезу.
Я помню, когда первый транш выдавался, где топливо еще при табунчике, второй транш уже зерно было при Формузале, поэтому нынешний Башкан к этому не имеет отношения. Но то, что ставит вопрос о возврате денег, это, конечно, это правильно ставится вопрос. А я хотел бы сейчас еще одну деталь вот вспомнить. Вы знаете, вот сегодня мы оперируем вот такими 700 миллионов бюджет. Будучи, когда, конечно, инфляция, деньги, все это меняется в цене. Будучи, когда депутатом Народного собрания я был 2 созыва, не для рекламы, а просто... Я хорошо помню, когда на кап вложения в Гагаузию, на всю Гагаузию давали 5 миллионов лей. Это было при табунчике. Это было первый год при Формузале, потом я уже ушел, не стал. Но это мы много лет. Что такое 5 миллионов распределить кап вложения на всю Гагаузию? На всю Гагаузию. Представляете, когда в каждом населенном пункте нужно строить дороги, нужно, значит, ремонтировать школы, крыши, нужно, значит, другие социальные вопросы. Мы тогда, депутаты, спорили. Я тогда еле-еле 50 тысяч сумел. А знаете, ругаемся депутаты между собой. Меня избрали, я хочу своим избирателям. Георгий Борисович, я своим избирателям. Ну, что делить, когда нечего делить. И когда сегодня 400 миллионов делить, и, конечно, 400 миллионов сделать. Но я хочу главное подчеркнуть. Еще раз, эти деньги, не все деньги, далеко не все деньги гагаузского бюджета. Слава богу, и Гагаузия тоже собирает. Я не могу сейчас цифры точно сказать. Но это главное от того, что серьезные, большие трансферты идут с центрального бюджета Республики Молдова. А почему они идут? А потому что сегодня Гагаузия имеет нормальные, хорошие отношения с правительством, с руководством Молдовы. Да, политически нас ущемляют. Да, политически нас Гагаузию полномочия лишили, о чем мы конфликтуем и будем конфликтовать, будем добиться. Но экономически они нас поддержали, дали деньги. Они нас обманули там, но деньги дали не под Башкана, а под гагаузский народ. И депутаты парламента Республики Молдова, о котором мы говорили, Дудогла, Карасини и Дудник, это главное, они сумели правительство эти деньги вырвать для Гагаузии. Хорошо, тогда меня интересует такой вопрос. Вот бюджет у нас растет, это хорошо, да, цифра хорошая, 700 миллионов. А вот растет ли качество жизни людей, все, особенно в селах? Я не могу сказать, что люди очень хорошо живут у нас. Я тут же могу сказать, что транжируются деньги, не туда идут многие. И... Если мы видим, что они транжируются, почему не контролируем? А вот счетная палата даже показала, но никаких движений. Какие движения должны быть? А какие движения? Привлечь к ответственности исполком, Башкана и так далее. Почему не привлекаются? А не знаю, наверное. Нет, я туда не хочу. Я хочу на прямой вопрос ваш ответить. Но вначале отвечу. Да. Значит, хочу сказать, что вот давайте возьмем яркий пример с Фуджикурой. Ведь привлекают сюда частные, то ли государственные какие-то организации, фирмы. Для чего? Для того, чтобы люди пришли, та фирма вложила свои деньги, и чтобы дальше пошло это, построить фабрику, завод или еще что-то. Так Фуджикура государственная или частная? Ну, неважно, частное это или государственное, это частное. Это частное. Но не важно. Ведь планируется таким образом. А может государство вкладывать в частное? Не, государство в частную нет, но государство может вложить в другое государство. Народу помочь. Вот как Турция помогает нам, вкладывает. Я имею в виду именно Фуджикура. Нет, Фуджикура, значит, так вот я вам хочу сказать, чтобы мы не уходили в сторону, что в Фуджикуре вложили наши деньги с бюджета, огромные, миллионы. Я точную цифру не скажу, но не меньше 10, может быть даже до 20. Это огромные деньги, которые могли бы пойти на больных людей, на недоедающих и так далее. Многие вопросы можно было бы решить. Но вот один яркий пример. Я считаю, что это неправильно было сделано. И дальше на примере Фуджикуры мы многое еще увидим. Вы увидите. Вот это мое личное мнение. Не так расходуются деньги. Неправильно. Я не совсем согласен с Георгием Борисовичем, потому что я чуть-чуть больше владею ситуацией. Там действительно бюджет Гагаузии выделил 12 миллионов лей для того, чтобы
реконструировать бывшие заброшенные склады по МЧС, которые там приходили в упадок, для того, чтобы можно было бы их использовать для того, чтобы наши люди работали там и открыли много рабочих мест. Это правильное решение. Выделили 12 миллионов. И деньги, и собственность осталась у нас. Она числится за Приморьей. Деньги не подарены в Хаджикуле. Им дали в аренду. Собственность осталась в Гагаузии. Им дали в аренду. Мы вам даем в аренду. Оплачиваете там, я не знаю эти детали. Вы арендуете, но вы открываете производство и обеспечите. Решение правильное, хорошее. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что мы только теоретически изучали, как жестоко эксплуатируют капиталисты нашу дармовую рабочую силу. Вот это произошло там. Они просто издеваются над нашими людьми. Сегодня это происходит практически, да? Да. И открыто. И, конечно, там, как Георгий Ильич говорит, там надо разбираться, что там и почему. Потому что даже когда я, как руководитель службы, пошел туда с проверкой технического исполнения там они, такие капиталисты, мы вас не пустим. Ну, потом у нас были серьезные разговоры с ними. Вопрос в том, что цель хорошая, рабочие места, зарплаты, поначалу пошло. А дальше вот уже, я думаю, что наш народный контроль разберется. Труда, да? Да, разберется в этом деле. Что самое интересное, руководит это Худжикура здесь, в Камрате, румыны руководят. Румыны. Ну, румыны тоже люди, неважно, Нет, кто руководитель. но вот мы когда говорим про российский, все говорим, а на самом деле только японское название, а руководят, командуют румыны, вы меня извините. Почему не молдаване, к примеру? Мы же в Молдове живем. Ну почему не молдаване, почему не гагаузы, а румыны именно? Вот у меня вопрос тоже возникает. Господин Мирчан, ваше мнение? Ну, вы, в частности, спросили, был задан конкретный вопрос. Вот все это делается, все это строится, в том числе вот современный корпус медицинский, в том числе вот дом творчества, ну и так далее. Там Все это нужно, все это нужно, все это важно. Это все мы понимаем. Целый ряд других проектов, в том числе и по селам Гагаузии. Но, как я иногда встречаю своих друзей, в том числе и депутатов сельских советов, они говорят, ну, вот это бы все лет хотя бы 5-6 назад. Дело в том, что та же самая дорога, которая, допустим, сегодня построилась, тот же самый дом творчества или тот же самый современный медицинский центр, когда люди уезжают и, к сожалению, будут уезжать. А почему люди уезжают? Потому что они не видят стабильности, потому что они не имеют рабочих мест. Опять же, потому что не имеют достойной заработной платы. Ну и далее по списку. Если говорить, допустим, о своем разделе, допустим, здравоохранения, да, наши друзья из Турции построили для нас, для гагаузов, еще раз повторюсь, не для органов власти, а для гагаузов, современный медицинский центр. Сейчас остается этим центром достойно распорядиться. То есть, опять же, при наличии современного медицинского оборудования нам нужны, опять же, современные квалифицированные кадры. Да, у нас есть врачи-специалисты. И как я вчера спорил со своим коллегой из Кишинева, с профессором, что у нас целый ряд врачей, достойных врачей, без научных степеней. Но дай им хорошее оборудование, они будут работать не хуже нашей кишиневской профессуры. И то, опять же, о чем мы говорили, что кадры надо привлекать, потому что если брать, опять же, раздел медицины, здравоохранения, к сожалению, средний возраст наших врачей-специалистов, он потихонечку приближается к 50-55. То есть люди, к сожалению, умирают, люди, к сожалению, уезжают, в том числе врачи-специалисты. Есть тенденция, опять же, отъезда наших врачей в ту же самую Румынию. Опять же, румыны уже не обращают внимания на особо на знание языка. Если они нуждаются в конкретном враче-специалисте, они стараются его к себе переманить. Там лучше зарплата. При достойной заработной плате 2, 3, 5 тысяч евро, соцпакет, опять же, жилье. Очень многие врачи соглашаются. А вот про медицину я бы хотела продолжить наш разговор, потому что не знаю, помогут ли нам хорошие здания, медицинские здания, потому что многие люди наши жалуются на плохое обслуживание в медицине, в поликлинике. Вот недавний случай, да, вы, наверное, все знаете, когда женщина умерла и никто не смог помочь. Говорят, даже ее не пропустили, сами люди в очереди ее не пропустили, и врачи не знали, что происходит в коридоре. Вот как вы можете прокомментировать вот такие случаи у нас в Гагаузии?
Ну, эта история знакома, к сожалению, она не первая. Хотелось бы, чтобы она была последняя, именно в истории медицины Гагаузии. Но, тем не менее, проблем в здравоохранении предостаточно. Здравоохранение – это часть общества, это часть государства. Если болеет общество, если болеет государство, значит, в том числе и наше здравоохранение Гагаузии. Ну и Молдовы, соответственно, тоже. Мне кажется, что в здравоохранении это важнее, чем даже те же дороги. Здоровье людей должно быть в первую очередь, и эти вопросы, эти проблемы должны решаться. Проблемы должны решаться в том числе, когда мы говорим о качестве медицинской помощи, о нужном объеме медицинской помощи. Здесь должна быть четкая позиция. Мне нравится подход некоторых стран, вот то, что касается именно этого вопроса. Да, мы часто, допустим, декларируем, что та же самая страховая медицинская компания старается контролировать объем и качество медицинской помощи. В свое время, допустим, еще лет 6, 7, 8 назад, опять же, Республика Молдова начала внедрять клинические протоколы для того, чтобы показать, что вот, допустим, при том или ином заболевании есть определенный объем помощи, который должен быть, опять же, предоставлен врачом-специалистом. Но четкого критерия, что такое качественная, что такое некачественная медицинская помощь, с моей точки зрения, пока что нет. И то, что касается, опять же, объема оказанной медицинской помощи. Я считаю, что здесь надо еще очень серьезно поработать и четко обозначить, что значит полный объем оказанной медицинской помощи, что значит качественная медицинская помощь. Опять же, мы прекрасно знаем, что люди более старшего поколения, то есть тем, которым за 60, за 70, они прекрасно помнят нашу советскую систему здравоохранения. То есть, как люди часто вспоминают, она была практически бесплатная. По-моему, почти И бесплатная. многие цивилизованные страны, заботящиеся о здоровье своих людей, они стремятся в том числе и к этому, для того, чтобы обеспечивать людей бесплатной, качественной медицинской помощью. Хотелось Придем мы бы, когда-нибудь? очень хотелось бы, чтобы все-таки Или это у нас уже мечта? наши Будущее. сегодняшние В далеком руководители будущем. и Молдовы, и Гагаузии, и завтрашние руководители Молдовы и Гагаузии все-таки обращали более пристальное внимание на этот вопрос. И все-таки, наверное, хватит реформировать в том числе систему здравоохранения на какой-то, допустим, манер западный, румынский, еще какой-то. Все-таки, наверное, у каждой страны, у каждого народа свой менталитет. Опять же, есть богатейший опыт, накопленный в том числе за годы советской власти. Здесь есть о чем поговорить. Я думаю, что то, что касается нашего движения, то, что касается раздела здравоохранения, мы еще сядем не один раз и более плотно, более детально обсудим этот вопрос. Как все-таки надо строить работу в этой сфере жизни каждого человека. То есть здоровье. Вы хотели добавить? Я хочу похвастаться, я в школе учился хорошо и привык на конкретный вопрос учителя конкретно отвечать. Конкретный ответ. Да. Вот вы мне задали вопрос, и мы потом его забыли и ушли. Вы задали вопрос, вот растет бюджет Гагаузии, растет бюджет, а растет ли качественный жизни. уровень жизни населения? Но здравоохранение тоже относится к качеству Так вот жизни, поэтому... я хочу ответить на тот вопрос конкретно, что я думаю по этому вопросу. Мне сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что вот я его рассматриваю, двояко как-то, вы знаете, раздваивается моя оценка раздваивается. Почему? Смотрите, с одной стороны, правильно Георгий Дмитриевич говорил и господин Мирджан говорил о том, что из-за того, что у нас низкий уровень заработных плат, нехватка рабочих мест и тому подобное, люди уезжают в Европу, люди уезжают в Россию, и этот поток не заканчивается. Ни при Табунщике, ни при Формузале, ни при нынешнем Башкане. Он идет, и по всей Молдове идет, и по всем странам СНГ он идет. Конечно, тут я не такой большой политолог, чтобы оценить причины. Причина, конечно, в первую очередь, это последствия развала Советского Союза и последующих режимов, которые пришли в тех республиках, в том числе и наши, которые, в общем-то, из-за стремления в Европу практически подставили в залог свое население.
И население наше едет в Европу, к сожалению, неравноправными, Но с Европы не возвращается население. Да. Я не замечаю, чтобы люди Вот возвращались. поэтому, Приезжают на день-два и уезжают обратно. поэтому я и говорю, что у меня раздваивается. Почему? С одной стороны, огорчительно, что прогрессивная наша молодежь, получив тут образование, знания, уезжает и почти не возвращается. И в том числе и в Россию. С другой стороны, посмотрите, нужно отдать должное и всех героями посчитать, кто здесь остался. Почему? Но сумели каким-то образом наше население вгрызться в эту землю, вгрызться. Не вся же республика уехала. Остались же еще многие, которые во всех этих сложностях экономических, во всех погодных условиях сложнейших выращивают урожай, строят, производят. Вы вот то же самое. Одним из элементов повышения, значит, жизненного уровня и благосостояния, это в том числе социальная сфера. А посмотрите в социальной сфере. Школы ремонтируются, садики, лечебные корпуса. Это же тоже все влияет на благосостояние. Да и зарплаты растут сейчас все-таки. Хочешь не хочешь, правительство довольно много сейчас предприняло шагов по добавкам, по пенсиям, по зарплатам. Постепенно идет повышение. Но меня всегда очень удивляет одна вещь. Иду на работу. Я обычно пешком хожу. Это не для рекламы, но пешком. Да вы тоже. И на машине. Да на дороге, в Камрате, за Камратом. Не проехать, не пройти. Движение парализует. У нас большое количество иномарок. Большое количество состоятельных людей, которые обладают этими иномарками. Молодые женщины, девушки, все на машинах ездят. Разве это не показатель благосостояния? Посмотрите, а на рынок приходишь, изобилие товаров, допустим, изобилие товаров сельскохозяйственной, продукции, в магазинах. Да, конкуренция идет, да, кто-то слабее, кто-то хуже, кто-то жалуется там, кто-то, но люди-то с рынка не уходят, люди же зарабатывают, то есть все равно же движется вперед. Все равно, и я по специальности езжу по населенным пунктам, есть, конечно, обнищавшие, конкуренция идет, уехали, заброшенные дома, но есть и шикарные дома, и довольно много их. Я когда еду в Волхонешты и в населенный пункт Волхонешты, думаю, хана, если в Камрате тяжело, там вообще периферия, как они там? Да ничего подобного, живут там люди, тоже выдерживают, соревнуются где-то, бегают, крутятся, был недавно в Итуле, в Чешмяке. Да, не так, как в Камрате, не так, но все равно люди не опустили руки, все не уехали. То есть в любом случае трудолюбивый наш народ, сильный наш народ не сдался, и благосостояние в целом растет, растет и растет. Даже посмотрите, когда, я еще раз вам подчеркну, сколько машин красивых, дорогих, сколько молодых людей за рулем этих машин. Разве это не показатель? Борис Константинович, да, на базаре много товара, продукции, но она вся привозная. К сожалению, у нас ничего не налажено. И так жизнь... может быть сейчас вот время как раз налаживать. Вы знаете, я хочу сказать прямо, что не надо ожидать от нынешней нашей власти во главе с Башканом, от исполкома, что улучшение жизни не будет. Почему? Да они, вы посмотрите, сколько гастарбайтеров. То есть они не жители пророссийской Гагаузии, они жители прорумынского Кишинева, и не один человек. Вы посмотрите, сколько они каждый день ездят в Камрат, Кишинев, обратно туда, сколько финансовых средств тратится только на это. И я уверен больше, Формузал был какой пророссийский, и аж в Германии оказался. Вот так же и наша Башканиха, и многие члены исполкома даже о Гагаузии забудут. И я говорю прямо как есть, мы в 2015 году совершили очень большую ошибку, избрав Ирину Башкану. У нас стоит очень серьезная задача избавиться от нынешнего Башкана, надо привести другого. Я прямо говорю, вот для меня лично стыд, позор Башканиха. Я считаю, что должен быть Башкан, а не Башканиха. Вот я говорю, как есть прямо. Это для меня, это лично мое мнение. Всем женщинам дороги открыты. Может, я отреагирую? Да. Интересно, да. Ну, Олесь Гагауз. Я отреагирую чуть по-другому. Я когда говорил о росте благосостояния, с гордостью говорю, отмечаю такую вот полярность разную, вот такую
разобщенную, из черного и белого состоит. Но я никогда не подчеркивал, что это заслуга Башкана Ирины Влах. Я говорю о том, что наш народ вгрызается в землю, и далеко не вся продукция привозная здесь у нас в Камрате. Посмотрите, у нас многие люди теплички строят, в сложнейших условиях выращивают урожай, привозят сюда. Я с гордостью отмечаю, что я очень много имею друзей в Кантемирском районе, в Уханешах, Чемишли. И когда их встречаю на базаре, на рынке у нас много с молдавских населенных пунктов. Да, сплошная молдавская речь на рынке. Так мне эта гордость берет. Кто? И не вся привозная с Бричан или, допустим, с Единс продукция или с Турции. Да, основной, но и наши производят. Люди научились, вот как наши предки приехали 200 с лишним лет назад, у них были только быки, в лучшем случае богатые мечтала, сколько лошадь были. Вот они пахали эту землю, вгрызлись, поколениями подняли. Так и сейчас генетически у нас люди вгрызаются в эту землю. Часть уехала, часть останется работать и будет. Согласна, что у нас трудолюбивый народ, согласна, что у нас производят, но Георгий Дмитриевич говорил, что очень мало у нас производят, очень мало. Да, недостаточно. И власти наши действительно не уделяют внимания. У нас нет промышленности, не развивается. Вот, об этом надо говорить. Нет промышленности. У нас вроде бы есть промышленный парк, а что там? Ну как власти будут? Они приехали подзаработать и все, их больше Вот ничего об этом не речь. интересует. Надо, чтобы у нас производили Они, больше. это факт. Хорошо. И в том числе, если позволите, еще маленькая реплика в плане уровня жизни. Я считаю, вот в частности, опять же согласен и с Георгием Дмитриевичем, и с Борисом Константиновичем, что если говорить, да, уровень жизни – это объемное понятие. Это и дороги, и детские сады, и школы, и рабочие места, и заработная плата. Да, и, ну, и тогда. Гагаузия небольшая. Ну и в том числе, 700 опять же, как бюджет. опять же сказал Георгий Дмитриевич, вот когда, допустим, бывший руководитель, он не уезжает жить после там, где лучше, да? своего срока правления, допустим, Германия, Франция, Италия, еще куда-либо, строит дом и живет, остается с народом и живет здесь. Ну вот Степан Михайлович Топалов пример тому, да. Царство Небесное. А Ирина Влах Вот у нас сегодня живет в в Кишиневе. том числе в Молдавии, в том числе в Гагаузии. Не только Степан Михайлович Топалов, да, это гордость наша. А Дудогов Николай Харлампович, 3,5 года депутат парламента, он единственный депутат, который не выехал со своего населенного пункта и работал в Кишиневе, а остался тут принципиально, потому что он с народом. То есть он дышит нашим воздухом, он пьет нашу воду. Знает наши проблемы. Знает наши проблемы. Да. Он ходит каждое утро пешком по улицам и видит, что происходит. В советское время даже был термин такой – асфальтовый агроном, допустим, асфальтовый председатель. То есть, а настоящий председатель, а настоящий агроном, он, как правило, одевал высокие сапоги и ходил пешком и видел всю проблему изнутри. Да, по настоящей земле. Дышал воздухом, которым мы, кстати, каждый день дышим. И не всегда приятно. Хорошо, вот в городе Камрате. я еще один вопрос хочу обсудить с вами. Вот сейчас очень много в СМИ обсуждается ситуация в православии. Возможен ли раскол и как себя поведет Гагаузия? Мне просто интересует ваше мнение. Кроме утверждений Народно-патриотического союза, других заявлений в поддержку православия не было, насколько я знаю. Может, вы знаете больше, если знаете, поделитесь информацией. Ну, конечно, Народно-патриотический союз Девлет первый отреагировал и очень правильно. И обсуждали, мы собрались на форум, обсуждали. И хочу отметить так, что все выступающие выступили в поддержку православия, то православие, которое было и остается сегодня у нас. И хочу именно очень один важный момент о том, что жители Гагаузии в 2014 году на референдуме 2 февраля сказали свое слово, в том числе и прихожане. Сказали 98-99%. То есть, я думаю, что ни жители, ни прихожане, ни мы, Народно-патриотический союз, не сдадимся ни в коем случае. Мало того, хочу отметить, что митрополит Владимир тоже поддержал значит, решение Русской Православной Церкви. Они собрались в Белоруссии. И надо отметить было это. Заявление. Да, и это, конечно, Запад, прежде всего, вместе с Румынией, стараются все сделать, чтобы расколоть и оторвать церковь. Но я думаю, что им не так легко это придется, а в Гагаузии тем более они ничего не смогут сделать.
народ поддержит Русскую Православную Церковь до конца. Ваши комментарии. Да, у нас прошел круглый стол именно в защиту православия. Наше общественное объединение провело его, сколько, 2 недели назад? Да. И мы там однозначно все присутствующие, да я уверен, что нас абсолютно поддержит весь православный гагаузский народ, что в обиду православия не дадим. То есть это вера наша, это вера наших отцов, опять же дедов, прадедов. И это было бы кощунственно с нашей стороны, если бы мы позволили кому-либо что-либо поменять. То, что касается нашей православной веры. Да, Можно я? Можно. Хочу сказать, что я на этом круглом столе был активный участник, поддерживал, и хочу сказать, что он был проведен по инициативе Дудогла Николая Харламовича. Для меня это было очень приятно. И я на этом мероприятии, выступая, сказал следующее приблизительно, может быть, чуть быстренько повторю. Я закончил Камрадскую среднюю школу номер 1 50 лет назад, в 1968 году, и формировался как личность, как человек в атеистические времена. То есть атеизм. Нас не настраивали против церкви, просто церковь, согласно закону, отдельна от государства, и мы, гонения на церковь при мне не было, мы этого не испытывали и не натравливали. Поэтому сейчас сказать о том, что я вот резко такой верующий стал, трудно. Хотя Высоцкий пел, что в жизни к Богу не бывает опоздания, у меня еще время есть, может быть, все в этой жизни. Но тем не менее хочу сказать, что я с гордостью сейчас на данном этапе выступаю как защитник православия, как защитник этой веры. Почему? Потому что действительно это очень большой православный мир, много государств, являются христиане православные эти жители этих государств. И гагаузский народ, даже 50-е, 60-е, 70-е годы, когда церковь была отделена от государства, сохранил традиции. Наверное, во всей республике Молдова, а может быть на всем постсоветском пространстве, единственный гагаузский маленький народ, который четко, невзирая ни на что, сохранил традиции православия. Все праздники, все обычаи соблюдал. А сейчас тем более, сейчас когда более раскрепощенный, мне приятно смотреть, как хорошо и правильно, значит, наш гагаузский народ чтит традиции православия. Поэтому я уверен, не только верующие христиане православные, а весь народ Гагаузии встанет на защиту. И я с гордостью говорю, что я буду среди этих защитников. Ну что ж, мне было очень приятно с вами сегодня поговорить на разные темы, на разные проблемы. В конце, как принято уже у нас в передаче, я попрошу ваши комментарии. Вот в преддверии ожидания такого высокопоставленного гостя, патриарха Руси, вот что вы можете нашим телезрителям посоветовать, обратиться? Ну, во-первых, это очень приятно. Такой великий, большой человек с большой буквы появится в Гагаузии после президента Турецкой Республики. Тоже, вот видите, это, ну, чтобы такая маленькая автономия вот во всем мире, нет таких примеров, чтобы посещали какие-то люди с большой буквы. Поэтому очень приятно. Я лично очень приветствую это. И наилучшие пожелания всем нашим жителям: никогда не сдавайтесь, держитесь до конца. Господин Бакчак. Я считаю, опять же, приезд нашего патриарха Кирилла всей Руси очень знаковым, очень важным событием для Гагаузии, для всего гагаузского народа. Я считаю, что он приезжает не конкретно там к Башкану, к депутатам Народного собрания, он приезжает к нам, гагаузам, к людям, к православным людям. Это, опять же, лишний раз, опять же, дает понять всему миру, если хотите, всем нашим недругам, что мы были вместе, есть вместе и будем вместе со всем православным народом. А нас, православных во всем мире, больше 300 миллионов. Борис Константинович. Есть такое выражение: все флаги к нам. Так вот сейчас настал период, когда все флаги к нам в Гагаузию. Октябрь месяц останется в истории Да, Гагаузии. все флаги к нам в Гагаузию. Я горжусь нашей автономией,
что, посмотрите, мы дожили до такого высокого уровня, когда приезжают такие высочайшие люди, как президент Турции, как патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, Президент Молдовы. Президент почти Молдовы, ежемесячно к нам приезжает, каждый месяц. еженедельно он говорил. Еженедельно. Ну и, конечно, надо отдать должное, что мы живем в стабильных отношениях с нашими центральными властями, с парламентом, с правительством. Тоже как-то не надо отодвигать на задний план, потому что правильные отношения к Гагаузии выстроены. Еще раз хочу сказать, горжусь, и правильно коллеги мои сказали, он не приезжает персонально к руководству Гагаузии, он приезжает к верующим, христианам, к гагаузскому народу. Это гордость, я горжусь автономией, горжусь жителями автономии, и есть чем Гагаузии, будем говорить, очень добро похвастаться перед мировым сообществом, что мы уже находимся на таком высоком уровне развития автономии. И всем людям Молдовы здоровья, счастья, благополучия на долгие годы. Благодарю вас за участие в программе. Напомню, что сегодня гостями в студии АТВ были Борис Новак, председатель старейшин движения «Новая Гагаузия», Георгий Рабаджи, заместитель председателя Народно-патриотического союза «Девле», Сергей Мирджан, член движения «Новая Гагаузия». Спасибо еще раз, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Передачу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.